Мы находимся на базе КАП-5. Это база Алматы Электротранс. У нас здесь находятся новые автобусы 6126 ХГ зеленого цвета. Они у нас на газе. Сейчас мы чуть-чуть пройдемся, покажем те автобусы, которые уже здесь стоят. Обязательно зайдем внутрь, посмотрим интерьер автобуса. Вот это все автобусы Ютонг. 6 рядов. И там еще в конце 7 ряд стоит. С этой стороны тоже все Ютонг. Это все одна модель 6126 ХГ на газе. Также здесь у нас на территории есть еще модель 6890, 9-метровая. Бортовой номер уже нанесен, однако государственные регистрационные номера еще не получены. Покажем вам интерьер. Эти автобусы у нас выйдут на городские маршруты. Компания Алматы Электротранс. Сейчас у нас уже эксплуатируется в КАП-1. Уже эксплуатируется больше 200 автобусов. Однако они окрашены в серый цвет, а не в зеленый. Это поставка уже 24-25 года. Компоновка у нас классическая для 12-метрового городского автобуса. 3 широких двери, соответственно. Сзади двигатель в шахте. Здесь у нас шторка с логотипом Ютонг, конечно же. Здесь она вот так вот туда-сюда. Здесь у нас также шторка с защитой от солнца. Мы ее как доводим, она убирается обратно. Коробка у нас воет. Здесь у нас экран. Он будет подключен к табло. Соответственно, сюда будут выводиться остановки и камеры. У нас установлено здесь более 6 камер по всему салону. Водитель будет видеть полностью весь салон из кабины. По классике у нас стеклопакеты. Помимо этого у нас установлены здесь датчики приближения к машине спереди, система антисон и также остальные датчики у нас уже установлены на стекле. Также в кабине у нас предусмотрена вентиляция сидения водителя и подогрев. То есть полный фарш, полный комфорт водителя. Не только пассажиры, но и водители должны ездить и быть довольными нашей техникой. Посмотрим салон. С правой стороны у нас находится держатель для неэлектронных маршрутных указателей. То есть у нас здесь идет электронный маршрутный указатель, а сверху у нас идет такой держатель для обычных, привычных всем бумажных или пенопластовых указателей маршрута. То есть там полностью расписанные остановки, номер маршрута выделен. Сверху у нас находится табло для отображения остановок. Это вот в последних партиях мы ввели такое табло, сюда поставили, чтобы пассажиры могли видеть отображение остановок. Не только слышать, но и видеть. Потому что система оповещения остановок, она уже в Алмате давно есть, около 5 лет. А вот табло есть в очень малом количестве автобусов. Здесь у нас установлена запаска, мы по ней аккуратненько проходим. Здесь у нас такой поручень интересный. Для тех, кто вот здесь не удержался, может удержаться вот здесь. Обратите внимание на накопительную площадку. Это не накопительная площадка, это танц-площадка. Здесь можно устроить состязание по брейк-дансу. Эта площадка была совместно разработана с автобусным парком. То есть у нас был заказ на то, чтобы увеличить накопительную площадку по просьбам как сотрудников парка, так и пассажиров. Поэтому в этой партии мы предусмотрели накопительную площадку в 2 раза больше. То есть раньше она стояла вот здесь. Здесь у нас был поручень, а здесь у нас были сиденья 2 ряда. Теперь 2 ряда сидений у нас убрали. Поставили сюда сиденья для инвалидов или держатель для коляски. А здесь у нас свободное место. То есть если даже здесь кто-то сядет на эти 2 места, здесь будет стоять коляска, накопительная площадка у нас все равно сохраняется. Даже больше, чем раньше было. У нас стекло стоит, здесь металл. Также. У нас здесь большие форточки. Точно так же у нас здесь стеклопакет. От кондиционера мы переходим к камере. А к камере мы переходим к табло объявления остановок. Проходим дальше в салон. Здесь у нас удобные
зеркала заднего вида для водителя, если, например, камеры ему недоступны по какой-то причине. Кабина, гарантийный талон. Также у нас здесь полная вместимость автобуса составляет посадочных мест 28, при условии, если 2 у нас откидано на накопительной площадке. 26, если 2 откидных сиденья у нас свободные. Провода уже выведены сюда, это у нас система УНАЙ будет. Проходим дальше. Здесь у нас плотными рядами стоят сиденья. Здесь у нас поручень, а здесь место для сумок. Как обычно в дизельных или в газовых автобусах у нас здесь находится шахта. Она достаточно небольшая, места много. Раньше в китайских автобусах шахта была сильно больше. Можно сказать, что стандартная шахта китайского автобуса была вот до сюда. То есть здесь сиденья, грубо говоря, просто не было. Либо они стояли чуть по другой схеме. Теперь же, соответственно, все китайские производители, в том числе, конечно же, Yutong. Yutong — это самый главный производитель в Китае сейчас, самый крупный производитель автобусов в Китае и в мире. У нас 2 завода в Чжэнчжоу стоит. И мы, естественно, с каждым годом улучшаем качество нашего продукта, удобство для пассажиров, для водителей, для обслуживающего персонала, механиков. Поэтому мы прогрессируем ударными темпами. И также здесь у нас есть еще 2 сиденья. Здесь у нас сиденье не помещается, поэтому сделана вот такая вот полочка. Также потому, что здесь еще внутри находится двигатель, поэтому у нас здесь тоже компромиссное решение. Здесь у нас сиденье мы не поставим, и держатель для сумок мы тоже не можем поставить, поэтому такая полка. Здесь у нас отсеки для обслуживания двигателя стоят. Соответственно, здесь достаточно комфортно, места много. Вместимость автобуса почти 100 человек. Также у нас здесь есть накладки резиновые для поручней, чтобы меньше скользила рука. Ну и в целом, по моему мнению, приятнее все-таки держать резину, чем металлический поручень. Здесь у нас система подсчета пассажиропотока. Это уже стандартная система в алматинских автобусах. Она устанавливается на всех машинах. Здесь у нас полка для сумок, потому что второе сиденье мы здесь не ставим по заказу заказчика. Здесь у нас находится огнетушитель. Здесь у нас установлены USB разъемы по классике. Стеклопакет, кондиционер. Вот такие у нас шторки здесь сдвигаются. Если вам холодно, если вам жарко, в зависимости от желания открываете или закрываете шторки летом. Соответственно, печки тоже присутствуют в изобилии. Вот, например, печка стоит. Она у нас чуть-чуть приподнята над уровнем пола. Тоже замечу это, подмечу, потому что точно так же раньше в китайских автобусах была проблема в том, что зимой пол очень грязный. Вся соль, вся грязь попадает в печки, печки забиваются. Сейчас у нас здесь крепления стоят повышенные, то есть над уровнем пола у нас печка приподнята. Из-за этого в печку ничего лишнего не попадает. Она спокойно, надежно работает годами.